Масштабный музыкальный проект, аналогов которому нет в республике, подошел к своему логическому завершению. Сейчас идут последние работы по монтажу третьей части фильма. Благодаря музыкальному проекту «Хархару Арихабы» журналиста Эммы Ходжа песни военных лет обрели вторую жизнь. Огромная работа проделана. Мы завершили реконструкцию песенного военного фольклора. Приняли такое решение, взяли все знаковые здания в городе, за которых шли бои, и столицу, и просто вот город живет вот сегодняшней жизнью, ездят машины, люди что-то покупают, ругаются, встречаются, и на высоте, на этих знаковых зданиях, на стенах идет наш архив. Он живет, вначале может показаться, что он живет отдельно своей жизнью, как прошлое, но когда всматриваешься, понимаешь, что это вот та основа нашей сегодняшней жизни. Презентация состоится в день освобождения Сухума на набережной Махаджиров. Эрик Мика принимал участие во всех 3 частях фильма. Начинал он как исполнитель песни, затем сценарист, а к завершению трилогии выступал уже как один из режиссеров на съемочной площадке. Он же является и режиссером церемонии презентации фильма. Это будет живая вокально-инструментальная музыка из лучшие хиты из всех остальных сезонов. Это будет закрытие, конечно же, вообще проекта, и, соответственно, у нас некие интересные информационные локации будут по набережной, как уже принято, как завелось с самого начала. Это будут лица героев, это будут узнаваемые какие-то событийная хронология будет по войне от начала до конца, и у зрителя будет возможность пройтись с площади Сергея Васильевича Багапши, посмотрев все это, ощутив всю эту атмосферу, впитав до проведения нашего мероприятия. В отличие от первых 2 частей проекта, в которые вошли популярные песни военных лет, в 3-й части «Хархару Арихабы» представлены 8 редких песен, звучавших в узком кругу, а также новые песни на стихи бойцов. К примеру, семья Николая Джонуа предоставила неоконченную рукопись стихотворения. Из проекта в проект над музыкальным сопровождением фильма трудятся аранжировщики и музыканты студии Ама Рекордс. Работали над аранжировками. Из нового то, что все-таки звучание, я думаю, что именно если смотреть с точки зрения студийной работы, мы уровень, так сказать, подняли. В 2011 году компания «Аквафон» поддержала идею создания музыкального фильма «Хархару Арихабы», посвященного первому президенту Абхазии Владиславу Арзенба. И вот уже 5 лет первый мобильный оператор является генеральным спонсором проекта. Песни с этого проекта стали хитами не только в Абхазии, но и за рубежом, особенно в республиках братских народов наших. Наша компания является генеральным спонсором проекта, и мы горды тем, что являемся частью такого социально важного проекта. Проект «Хархару Арихабы» является неким связующим между поколениями и не дает нам забывать о большой значимости нашей войны и тех, кто воевал. И всех мы приглашаем 27 числа на набережную, на колоннаду, для того, чтобы вновь проникнуться этими песнями и поблагодарить ту команду, которая занимается этим проектом. Проект «Песни нашей Победы» посвящен самой важной теме – Отечественной войне народа Абхазии, что дает ему особенную, объединяющую силу. Вне всякого сомнения, фильм вызвал глубокий отклик в душе каждого гражданина республики от мала до велика. Песни поют даже в детских садах и школах, аудиозаписи звучат из окон квартир и машин. Для меня главное была идеологическая составляющая. Собрать вот этих ребят, чьи отцы погибли на войне, чьи отцы воевали, и сохранить вот эту вот преемственность. У нас это получилось, у нас в результате съемок сложилось такое братство Хархару Арихабы. За 3 года они выросли, они стали другие, они даже больше стали походить на своих прототипов в фильме, если заметили, там жест отца, взгляд отца, и они такие же, как их отцы, если надо будет, они, конечно же, повторят их подвиг. «Хархару Арихабы» – это уникальный проект, масштабы которого трудно переоценить. И реализована основная идея фильма, которую ставили перед собой авторы – сохранение связи и преемственности поколений. Амра Амич Бабислан Джинджоля, Абхазское телевидение.